Право на езду без прав. В ГИБДД готовят масштабные изменения, которые позволят автовладельцам садиться за руль без удостоверения в кармане. Всю нужную информацию полицейский получит через электронную базу данных. Как новшество поможет бороться с производством фальшивок? И какие нововведения коснутся работы таксистов? Репортаж Андрея Штукатурова. Омск. Неравнодушный житель города обратил внимание на припаркованный автомобиль такси. Мужчину насторожило странное состояние водителя. Смотрю, стоит тачка. И тип сидит, слюну пускает в машине. Гражданин предположил, что таксист пьян. Че ты, как себя чувствуешь? Что ли? Чувствовал шофер себя явно неважно. Причина вскрылась быстро. Дотошный Амич обнаружил в салоне авто сверток с подозрительным веществом. Вот это что такое, я тебя спрашиваю? Что это такое? Ничего. Это спайс. Позже освидетельствование показало, что таксист находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Нарушителя задержали, к счастью, он не успел натворить нехороших дел. По статистике, аварии по вине таксистов происходят регулярно. Кому-то не хватает опыта, но чаще причинам усталости, плохом самочувствии или состоянии опьянения. Эту порочную практику пора прекращать. И поможет в этом дистанционное тестирование состояния водителей. Об этой инициативе в большом интервью РИА Новости рассказал начальник Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников. Это очень хорошее средство для того, чтобы минимизировать расходы, но получить максимально объективную картину о физическом и психическом здоровье водителя. Сейчас существуют телемедицинские технологии, позволяющие дистанционно оценить основные жизненные параметры водителя, в том числе измерить давление, установить состояние опьянения. Также дистанционно, правда, используя уже несколько другие технологии, можно будет оценить и состояние автомобиля перевозчика. Это существенно сократит количество автохлама на дорогах, а следовательно, опять же, сделает движение более безопасным. Вы не отрицаете, что водительское удостоверение? Нет, не отрицаю. А сколько и где приобрели? Через интернет за 40 000. Этот мужчина дальнобойщик.